Следующий вопрос. Фредерик Стар, chairman of the Central Asia Caucasus Institute. Председатель Института по Центральной Азии, Института Джона Хопкинса. Ко всем своим остальным достижениям очень известный специалист по России, в прошлом директор Института Кеннера. Фред? Благодарю вас. На данной встрече, господин первый президент, 2 года тому назад вы весьма страстно и убедительно говорили про Центральную Азию, и это напомнило нам, что сюда же надо включить Афганистан. Вы сказали, что Центральная Азия, центральноазиатские люди разделяют географию, культуру, ценности, интересы и вызовы. Говоря про себя как про выходца из Центральной Азии, вы говорили, что друг друга мы знаем лучше, чем кто-либо другой. И в июне этого года в процессе реализации вашего видения Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая официально признает Центральную Азию как мировой регион, такой же, как страны залива, Прибалтика, Скандинавия, Балканы и так далее. И отмечаю, что крупнейшие державы поддержали эту резолюцию: Москва, Вашингтон, Пекин, Нью-Дели, другие. Но по состоянию на сегодняшний день не существует никакой структуры для кооперации в рамках этого региона. Нет никакого АСЕАНа, нет никакого Nordic Council, никакого совета, подобного совета по сотрудничеству между странами залива. У меня возникает вопрос: будет ли институциональная структура для кооперации и координации в рамках этих 6 стран, которые идентифицируются как Центральная Азия? И если так, когда это случится и каким образом? Благодарю вас. Спасибо за вопрос. Это очень животрепещущая, интересующаяся нас проблема. С первых дней после развала Советского Союза мы здесь 5 государств, я сейчас об Афганистане позже скажу. Эта инициатива от Запада идет. Там шла война, и о какой-то кооперации, экономических связей тогда не могло быть речи. А вот те, кто здесь мы жили в составе Советского Союза, имеем, в общем, общую историю, общую культуру, в общем-то, в целом корни одного языка, мы сразу создали Центрально-азиатское сотрудничество. Но по различным субъективным причинам это недолго жило, развалилось, но эти страны не являются просто сами по себе. Смотрите, отдельные страны входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Все приграничные с Китаем страны, это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан входят и Узбекистан. Некоторые страны входят в Евразийский экономический союз. Мы там вместе встречаемся, решаем вопросы. Но здесь у нас есть специфические общие интересы. Мы все живем в русле 2 больших рек Амударьи и Сырдарьи. Мы зависим от этих трансграничных рек. У нас общие транспортные коммуникации. И у нас общее притяжение нашей интеллигенции, тяга друг к другу, общая даже литература, язык и так далее. Поэтому, несмотря на все, что мы где-то куда-то входим, я в прошлом году призвал всех наших соседей собраться на консультативную встречу. Такая встреча состоялась, опять же, здесь, в Астане, чтобы такие встречи проходили в разных столицах по алфавиту. И вот я надеюсь, в этом году намеченная на 27 ноября этого года встреча состоится в Ташкенте. Это встречи консультативные, где мы обговариваем какие-то вопросы. Жизнь подкидывает каждый день новые вопросы. На границе, потому что у нас тесные такие границы, что-то случается. Торговля, что-то случается. Таможенные тарифы какие-то. То есть вот эти вопросы,
они разрешаются. Границы, слава богу, мы границы здесь решили, это был самый жестокий и сложный вопрос. Проходили границы прямо посередине дома, когда две комнаты оказались, допустим, в Казахстане, кухня оказалась в Ташкенте, в Узбекистане. И вот обходили, предоставляя новые территории, однако решили эту границу. Но еще есть нерешенные вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном, Узбекистаном, небольшие территории, их тоже надо решить согласованно, мирно. Нет, очередного столкновения происходит, гибнут люди. Поэтому я смотрю на это очень с доверием таким большим. Сейчас новое видение нового руководства Узбекистана, это вдохновляет, честно говоря. И последние годы, например, у Казахстана торговля с Центральной Азией выросла в 1,5 раза, от 3 миллиардов до 4,6 миллиарда. Особенно большой рост между Казахстаном и Узбекистаном. Руководство нового Узбекистана, президент Мирзоев, привержен к тому, чтобы поддерживать такую инициативу, такое сообщество, такую свободную торговлю и взаимоотношения между нашими странами. Знаете, всегда в этих случаях вмешиваются третьи силы. Кому-то не хочется такого объединения, кому-то вот неинтересно, кому-то хочет присутствовать еще. Бывает такое, понятное дело. Но преодолевая это в интересах наших государств, мы должны вместе работать. Я так считаю.